Здравствуйте. Я являюсь общественным наблюдателем. Хотел спросить, почему вы подвозите людей? Вы уже третий-четвертый раз подвозите сюда. 28 ноября, в день выборов депутатов Джугурку-Кенеша, в координационную группу оперативного реагирования Центра избиркома поступило 55 заявлений, жалоб и обращений. Секретарь координационной группы Чинара Исмаилова выделила ряд категорий поступивших заявлений и обращений. Среди них 8 попыток подкупа голосов избирателей, нарушение условий предвыборной агитации 17, 4 заявления о злоупотреблении административным ресурсом. Также поступило 7 жалоб на членов УИК и 10 о работе АСУ. Следует отметить, что данные категории нарушений были отмечены в таких регионах, как Бишкек – 10, Баткенской области – 5, Джалалабадской области – 4, Иссыкульской области – 2, Ошской области – 11, Нарынской области – 1. И более всего поступили нарушения, информации о нарушениях избирательного законодательства по Чуйской области. Сегодня, 29 ноября 2021 года, координационная группа оперативного реагирования продолжает поступать информации. Так же, как и вчера, мы реагируем на каждую поступающую информацию немедленно. По всем фактам Центр избирком реагировал в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, которые также фиксировали и реагировали на нарушения выборного процесса. Как сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов, по республике в день голосования органами внутренних дел зарегистрировано 126 различного рода нарушений. Из них досудебное производство начато по 2 фактам подкупа голосов, а также по 4 фактам мелкого хулиганства и 1 использования админресурса. В основном нарушения были зарегистрированы по Чуйской области. Это обе факта начатых по Уголовному кодексу и 2 факта по проступкам в Чуйской области и по 1 в городе Бишкек, городе Ош и по Баткенской области. В целом, за вчерашний день по избирательным участкам общественный порядок и безопасность обеспечивали, как уже известно, 12 сотрудников органов внутренних дел. Из них около 6 тысяч несли службу непосредственно по избирательным участкам. Помимо сотрудников органов внутренних дел, общественный порядок и безопасность помогали обеспечивать ветераны МВД, ветераны органов внутренних дел и члены добровольных народных дружин, организованные местными органами власти. За ходом подготовки и проведения выборов депутатов Джугурку-Кенеша пристально наблюдал и главный надзорный орган страны. По словам начальника управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Мирлана Майтпасова, в ведомстве был создан специальный штаб, который координировал деятельность органов прокуратуры на местах. В целом, за период подготовки и проведения выборов в органы прокуратуры поступило 68 обращений о тех или иных нарушениях, из которых 3 поступило за вчерашний день. Это все 3 не нашли своего подтверждения. Кроме того, органами прокуратуры на постоянной основе проводился мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, средств массовой информации на предмет выявления публикаций о нарушениях избирательного законодательства. И в результате было зарегистрировано 191 публикация. Стоит отметить, что на прошедших выборах по сравнению с парламентскими выборами 2020 года число заявлений о нарушениях избирательного законодательства сократилось в 4,5 раза. Также представители Центра избиркома и правоохранительных органов отметили, что в целом по республике выборы депутатов Джугурку-Кенеша проходили спокойно и без видимых нарушений. Органы правопорядка продолжают нести службу в усиленном режиме. Тимур Тимиргалеев, Джанадиль Абубакирулу, ЛТР, Бишкек.